Всем привет, с вами Smart Библиотека 203, и это наша постоянная рубрика «Встречаемся в Smart». И сегодня у нас в гостях Алексей Адамов, Свий Майс, правильно я говорю? Да, всем привет. Наш абонемент сейчас нашей библиотеки работает в дистанционном режиме. Заказ книг осуществляется через сайт централизованной библиотечной системы или по номеру 31 85 80. Еще раз привет. Лешка, как дела? Привет. Все хорошо. Учеба, работа, творчество, ну, все в одном круге. Сейчас ты откуда к нам пришел? Но сейчас я из дома, вот, после съемки на работу в театр, и потом, конечно, домой. Немножко о работе тоже попозже чуть-чуть поговорим. Сразу вопрос такой о нашей библиотеке. Что ты можешь нашим зрителям, подписчикам, читателям рассказать о нашей библиотеке? Ну, я здесь бываю первый раз, и, ну, впечатления такие прикольные, потому что тут почти все новое, как будто. Ну, я не знаю, какого года постройки и так далее, но все чисто, уютненько, современно. Мне очень нравится. И вопрос о книжках. Сразу мы просто обязаны это спросить. Назови последнюю книгу, которую ты прочитал. Ну, я даже не помню, что я последний раз читал, но я несколько раз перечитывал, ну, вот современную книгу «Виноваты звезды». Это... Автор? Кто там был? Я уже забыл, это было так давно. Вот. Ну, а так, конечно, художественную литературу я во время школьной программы проходил, и, конечно, я последний раз что-то читал, не помню, но особо меня не тянет. Но я хочу, как сказать, обратить на это внимание и тоже начать читать, потому что это, я считаю, что это полезно. И, конечно, внутреннее развитие, даже, как сказать, развивает рассуждения, обсуждения всякие, вот. Поэтому надо бы привить, как сказать... Уделять этому время, внимание. Да. Как ты относишься к поэзии? Сам пишешь стихи или же там тексты песен, может быть, там? К сожалению, пока на данный момент у меня не получается. Я пытался уже не знаю сколько лет и пытаюсь. Я пока не останавливаюсь, все равно продолжаю что-то делать. Даже смотрю всякие лайфхаки, как писать свои песни, свои стихи. Поэтому все равно интерес есть, поэтому... Не знаю, в скором времени, может, будет что-то свое. Здорово, будем очень ждать. Ну, поговорим о твоей работе. Все тебя знают как... Тиктокер, да. Как тиктокер, но немногие знают, что ты профессиональный музыкант, что мы вместе учились в одной школе, высшей школе музыки. Вот. Расскажи, пожалуйста, поподробнее о своей профессиональной музыкальной деятельности. В начальных классах я учился у себя на родине, Верхнеуфимский район, от села Намцы. Вот. Ну, я там хорошо учился, был отличником, конечно. Вот. И у меня не было музыкальных каких-то, как сказать, базы и так далее. Я просто пел и участвовал в разных республиканских, региональных конкурсах, там, занимал призовые места, а потом в 2011 году... Сколько лет тогда тебе было? 11. Вот. Приехала делегация из Высшей школы музыки, там в руководстве Онегиной Ильины Егоровой. Да? Знаем ее, да. Ага. Вот. И я прошел отбор, и вот с того момента я уже стал учеником Высшей школы музыки. Получается, с 4 класса, как я закончил у себя на родине, меня взяли еще раз на 4. То есть, что, ну, потому что у меня не было базы основной, и да, я понимаю, мне нужно было систему. вот пройти весь материал, так скажем, за то, что я не учился. Вот. Да, догнать именно азы, получается, музыкальной грамоты и так далее. Да. Но у меня слух был вроде хороший, поэтому я, конечно же, уже где-то в 6-7 классе уже догнал своих сверстников. И в 2019 году закончил 11 класс
среднее образование нам дают. Вот у меня диплом. Среднее с отличием. специальное образование, и он был диплом красный, правильно? Да. И сейчас на данный момент я являюсь тоже студентом Высшей школы музыки. Да, вуза. там есть институт, кстати. Да. 2-го курса. Тоже играю на инструменте фагот. Вот. И Кто не знает, фагот — это такая деревянная большая да, такая духовой труба с инструмент. мундштуком, как это называется? Трость. С тростью, да, с тростью деревянной. Вот. И вот к театру я В симфоническом оркестре, получается, работаешь, да? пришел. Да, театр оперы и балета имени Сорона Мулана. Я пришел туда в 14 лет. То есть Да. в 2015 году я уже официально по трудовой книжке устроился работать, и у меня уже стаж 5 лет. Я играл почти все произведения, все оперы, которые ставятся в театре. Ездил на большие гастроли, и до сих пор вот работаю концертмейстером группы «Фагот». Здорово. Ну, это обычная практика для высшей школы музыки, устраивать ребят на работу в оркестры Да, вот с когда такого, не с хватает. такого раннего возраста, потому что школа очень, на самом деле, сильная. Ты учился, как я понимаю, как знаю, у Александра Владиславовича Семенова. Александра Владиславовича Семенова. Да. Этим летом мы с Лешей были вместе в Крыму на молодежном музыкальном форуме. Форум, правильно, да? Да, как форум. говорится? Арт-кластер Таврида. Вот, я участвовал от республики в качестве джазового музыканта, а Леша уже, получается, у нас в качестве классического музыканта. Вот мы вместе вдвоем очень замечательно съездили. У Алеши очень много там было, то есть он успехов там добился. Вот, расскажи, пожалуйста, вот, про поездку в Крым. Ну, Таврида — это воспоминание, конечно же, моря. Мы очень Яхта, парус, классно, да? Эта песня провели, надоела. классное время, потому что мы были как будто в детском лагере, потому что там время там для собираний, то есть собраний, всякие разные форумы интересные, вот, общение с друзьями, знакомства тоже. Извини, перебью, да, очень похоже было на канадскую деревню. Вот это, Для меня это было стабильно. Да, то есть мы себя чувствовали как рыба в воде. Да. Но там было жалко, что вот везде камни, там горы. У меня вообще ноги сперва в первый день были синяки там, поэтому вообще, Да, удобная Но- обувь нужна была. да, воспоминания только прекрасные. И ты там выступал, получается, тоже в симфоническом оркестре под управлением Веры Башмета, правильно? Да, Это, получается, в финале, то есть Да. на гала-концерте, Да. получается. В Крыму я заметил, что у тебя очень много знакомых музыкантов с других городов России, и ты прямо там был такой свой человек, в то время как я, допустим, вообще никого не знал, и мне приходилось заново со всеми знакомиться. А у тебя уже там, получается, как будто тебя там ждали, и очень много было ребят. С чем это связано? Это связано именно с тем, что вот участие в симфоническом оркестре, оно как происходит? Откуда там ребята? Ну, изначальная история, так скажем, было прослушивание в оркестре Башмета, то есть все с этого началось. Приехала тоже делегация вот в Якутск, и отбор проходил в Высшей школе музыки, вот. И из наших прошли 3 вроде, вот именно вот в этом прослушивании. И с того года мы Матвеева уже... там, да? Правильно? Нет, там они уже с Москвы, получается. Да, вот. да, точно. Здесь вот Степанова Надя прошла, Шахурдина Даша и я. Вот. И уже, получается, мы в составе. Первый состав основной был и был расширенный. В основной попала Даша, и вот в расширенный я с Надей попали. Уже они, первый съезд был у них в Азии, Азия-тур, они прям до Сингапура, прям, ну, у них был прям классные, так скажем, классные гастроли. Вот. И ежегодно мы в феврале, и вот скоро тоже собираюсь ехать на фестиваль зимний, тоже Юрия Абрамовича Башмета. Поэтому ежегодно, вот в феврале, проходит фестиваль в Москве и в Сочи. Вот. И, конечно, первый раз было чуть стеснительно, так скажем, потому что
Там тоже были уже освоенные группы, так скажем, уже ребята знакомые. Вот. Поэтому как-то влиться тоже было сложно. И в итоге сейчас уже со всеми хорошо общаюсь, все хорошо меня знают, даже есть близкие друзья. Я заметил это. Да, поэтому, когда мы прилетели уже вот с Якутска, когда летели в Крым, мы же прилетели вот в аэропорт, да? И я уже встретил своих знакомых, такой: всем привет! Как ты продвинулся в ТикТоке и вышел вот у нас в Якутии практически топ или не топ? Я на самом деле сам... Блин, пока. Пока топ? Да, в получается. Якутске. Здорово. Как у тебя это получилось? Ну, я в апреле 2020 года зарегистрировался на платформе TikTok. Полгода назад всего. Ну, уже почти год, так скажем, потому что это, в конце марта, грубо говоря. Вот. А меня, конечно, привлекла моя сестра, вот это вот. Она смотрела ТикТоки постоянно, там зависала. Я такой думаю, что за платформа, почему она постоянно? Я такой думаю, там же дети сидят, типа, что там? А потом все-таки зарегистрировался, начал смотреть. И, конечно же, начал танцевать сперва. Вот. То есть что сейчас мне стыдно. Следил за трендами и как бы Да. То есть шел в ногу с ними, получается, да, поначалу. Как ты пришел к решению снимать кавер? Ну, это было спонтанно. Я одолжил гитару у своей подруги, так как моя была в общежитии. А она закрылась на карантин, мы ехали на неделю, а оказалось на целый год. Вот. Жестко. Одолжил гитару, решил спеть. Помню, там еще был фильтр такой, вертолет назывался. Он вот, типа, головой киваешь и проходишь этапы. Да. Да, и спел песню одну и выложил. И затем на следующий То есть день- одновременно играешь, поешь и Да, еще и... играю, пою и еще прохожу этапы. Я просто пройти не могу ее дальше третьего. Дальше третьего уровня там не могу пройти. И еще вот там был хит в это время «Август». Та-ра-ра-ра-та-тан, тан, тра-та-та-та-та. Вот, как это называется? «Август». Вот. И уже вот первый видос, который вот с этапами, он уже сразу пошел в рекомендации. Это как интересно в Инстаграме. Да, я знаю. Я тебе объясняю. Нет, я тоже есть в ТикТоке. Вот. Но кто не знает. Вот. И уже началась набираться аудитория, слушатели. И так уже за полгода я уже почти собрал там 300 тысяч. За 3 месяца я уже примерно собрал 300 тысяч да. подписчиков. Сейчас у тебя? У меня сейчас 500. 500 тысяч подписчиков сейчас. Да. Это все население Якутска, получается. Больше. По сути, даже больше. Так, как правильно читается твой никнейм? Я потому что вначале как-то не совсем был уверен. Ну, этот ник я придумал со своим другом. Swim Ice, то есть swim это плавать, ice это лед, то есть ледяное плавание. А ледяное плавание, оно на якутском переводится мусустар. А мусустар это месяц апрель. То есть, типа, как сказать? Ты зареган в апреле или у тебя день рождения в апреле? Нет, типа выстрел был, так скажем, как начинающий блогер, артист, именно вот в апреле 2020 года. Я решил это ассоциировать со своим ником, то есть начало. То есть начало твоей блогерской деятельности, Да. то есть день рождения в тебе блогера Да, творчество. отражается в твоем никнейме. Интересно, я бы никогда не додумался бы до этого. Расскажи, пожалуйста, о своей рекламной интеграции вот для TikTok Russia. Я видел, что там у тебя такие, ну то есть ты снял рекламу, и они были в больших городах, на больших экранах, прямо твое лицо с гитарой, твой никнейм, Swim Ice, получается. Вот, и все это так было грандиозно. Я был очень горд. Я был очень горд за тебя. Тогда расскажи, пожалуйста. В это время, это было в сентябре 2020 года, вот, я как раз был на съезде оркестра Башмета, то есть я уже был в Москве. А до
вылета, я когда был в Якутске, мне написали разработчики. То есть после Да. Крыма ты был в Якутске, потом полетел еще раз в Москву, Москву, получается. Вот, мне написали, мы хотим с тобой сотрудничать, позвать тебя на фотосессию и на видеосъемки. Я уточнил даты и сказал, что по возможности, то есть у меня же основная, как скажем... Работа есть. Да, нет, не работа, а основная цель поездка же была, то есть у нас там почти времени нет. Я сказал, может, вечерами, то есть пытался искать время, и они сказали, ну, они пошли мне на уступки и сказали, хорошо. Типа, То есть они вышли на тебя сами, и никуда ты сам не Да. хотел продвигаться. Вообще, в общем и в целом, ты ожидал вообще, что так получится? То есть это было как-то запланировано? Или же... Ну, Какие они- были ощущения именно вот после того, что вот ты появился уже и на экранах, у тебя уже 500 000 подписчиков и столько, миллионы просмотров, да, если не ошибаюсь? Миллионы просмотров. Какие ощущения, вот когда вот это все вот в начале? Сейчас, может быть, это уже привычно? Сейчас как бы ты уже, мне кажется, смирился с реальностью. А вот расскажи о первых ощущениях. Ну, я ночами не спал, потому что я выкладывал видео и постоянно читал комментарии. Мне это так мотивировало, вдохновляло. Я обожал читать и отвечать. То есть были там 10 000 комментариев, я пытался хотя бы лайкнуть. То есть реально это очень вдохновляло. Вот. Сейчас, конечно, все, как скажем, активность тоже чуть уменьшилась, но я все равно стараюсь что-то делать. Нужно искать каждый раз что-то новое, что-то индивидуальное, что-то прикольное. Вот. Первый миллион просмотров, это был на кавер «Юность». Это 15-секундный ролик у меня в ТикТоке. Я был в шоке, но я ожидал, что будет больше просмотров, потому что я сделал почти как в оригинале, то есть почти не отличалось. Я такой думаю, я как будто прикольнее сделал, чем оригинал. Чем оригинал? Да, и на это видео откликнулось очень много человек, и он сейчас там 7 миллионов просмотров. Мощно. Да. Здорово, круто. Вот ты записываешь каверы, да? Есть ли у тебя свои песни? Может быть, на стихи других поэтов? Пока у меня нет треков, вот, но мы что-то готовим. Я пока не буду говорить с кем. С кем? Вот, поэтому ждите, скоро все будет. Мы уже работаем, мы уже начали. Кроме музыки, чем ты увлекаешься? Вот у тебя есть Либо хобби, может музыка, быть? либо музыка. У меня профессия музыкальная, Среднего академическая получается, и хобби музыкальное, то есть каверы. У меня всегда связано с музыкой. А свободное время я люблю играть в компьютерные игры. Какие? Я не буду озвучивать, просто вот в целом, да, компьютерные игры, люблю рисовать. Обычно в нашей рубрике «Встречаемся с Март» у нас мы проводим блиц-опрос. Здесь нужно отвечать максимально быстро, коротко, ясно. Окей, ты готов? Да. Поехали. Что появилось раньше, курица или яйцо? Яйцо, iPhone или Android? Android, TikTok или Instagram? Instagram. Любимая национальная кухня? А моя азиатская. Очки или линзы? Очки. Гитара или фортепиано? Гитара. Рок или джаз? Джаз. Когда встретишься со своим кумиром, что ты ему скажешь? Привет, я тут с Якутска. С вами был Алексей Адамов. Всем пока. Пока. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя.
Знаю, мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер. Так красиво поднимает искры воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит, закат. Кто был со мной до конца, с теми ни шагу назад. И вот мы стали сильнее, но накрывает тоска. Я соберу всех друзей, и тогда звук поставим на всю. И соседи не спят, кто под нами внизу. Простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя.